связи с трудной экономической ситуацией в стране многие предприятия и организации в самых разных отраслях и сферах столкнулись с финансовыми проблемами. Сложно планировать стратегию развития, более того, нужно прорабатывать варианты экономии сил и средств. Во многом это касается авиакомпаний. От общероссийских проблем не остается в стороне главный перевозчик республики – авиакомпания «Якутия». О состоянии дел на сегодня, тарифах на авиабилеты, усилении безопасности полетов и перспективах компании мы с коллегами на неделе беседовали с генеральным директором Ольгой Федоровой на площадке холдинга «Сахамедиа». Ольга Николаевна, вот вы отметили, что авиакомпания «Якутия» на сегодня несет огромные внушительные расходы из-за низкого курса рубля. В то же время есть понимание, что доходы авиации зависят от количества летающих. И здесь население, безусловно, волнует вопрос, а как быть с тарифами на авиабилеты, да? И тут надо, конечно, понимать, что для якутян это не для работы, не для отдыха, да, полет. Это жизненно важный вид транспорта, учитывая наши расстояния в регионе. Абсолютно правильно. Спасибо за вопрос, потому что это действительно тема, которая волнует всех. Мы получаем колоссальные деньги из республиканского бюджета, и это тоже вопрос, который все время задается. Но надо сказать, что по сравнению с 2014 годом средний тариф у нас поднялся где-то ориентировочно на 13% в целом по компании. Из них 5% это внутриреспубликанские рейсы, 50% это международные рейсы, и около, по-моему, 13 или там 14% это центральное расписание. То есть, на мой взгляд, как бы совершенно адекватная картина с точки зрения роста тарифов. При этом, конечно, очень сильно вырастают затраты. И вот говорила о курсе доллара, да, но кроме этого же, кроме самого курса, это же рост затрат на топливо, объективно, да, то есть это и топливо, это и аэропортовые расходы, это и затраты на гостиницы, кейтеринг, наверное, все остальное. Ну и на тарифы это не отразится в ближайшее время? Или допускаете все-таки, что это возможно? Вот вы знаете, наверное, у нас никогда не было такой агрессивной тарифной политики. Мы никогда не говорили о том, что мы делаем свою выручку только за счет роста тарифов. Никогда такого не было. То есть в любом случае авиакомпания «Якутия», она довольно сдержанно, я бы так сказала, вела свою сдержанную тарифную политику. В основном, конечно, мы реагируем на наших конкурентов на тех или иных рейсах. Мы очень внимательно следим за их действиями. И в любом случае, вот, допустим, в центральном расписании, и даже вот внутри республики, мы следим за тем, как действуют наши коллеги или конкуренты. И я думаю, что все равно рост произойдет, потому что ушел с рынка очень крупная компания, которая, в принципе, уже не секрет, да, она демпинговала. Поэтому, конечно, рост произойдет. Но будем стараться и будем делать все для того, чтобы он был не таким существенным для наших жителей Республики Саха-Якутия. Наверное, многие, опять же, задумались о воздушной безопасности. Вот на ваш взгляд, насколько ужесточатся требования? И хотелось бы у вас узнать, насколько сегодня тщательно готовятся к полету, проверяются воздушные суда авиакомпании «Якутия». Да, это трагедия, конечно, страшная, которая потрясла всех. Как это повлияет? Это однозначно отразится на требованиях безопасности, бесспорно. И это сегодня уже отрабатывается по Когалым Авиа. Я думаю, что такого же рода, наверное, проверки, скорее всего, может быть, да, они все равно пройдут по всем остальным компаниям. То есть или это будет система самооценки компании, или это, может быть, территориальное управление будет более жестко подходить к проверке. Система безопасности вообще многоуровневая, и она многогранная. Мы ежегодно проходим как минимум 2 раза в год проверку базовых объектов авиакомпании. Это то есть то, что проходит системно, постоянно. Это анализируются все сферы деятельности авиакомпании. Финансовая деятельность, авиационно-техническая база, подготовка персонала, перевозки, система
качество, подготовка летного состава, то есть ну, все направления деятельности. Ну и кроме того, конечно, существуют, еще раз повторюсь, это вот разовые проверки, которые проводятся всеми надзорными органами. Для нас, для самих, конечно, это тоже ну, как бы повод еще раз посмотреть, что мы делаем, что мы должны еще сделать дополнительно. В принципе, у нас уровень безопасности у компаний Якутии он довольно высокий. Мы, вот, например, буквально недавно состоялся совет по безопасности в нашем управлении, территориальном управлении гражданской авиации, где каждое предприятие авиационное отчитывалось о проделанной работе и о тех мерах, которые предпринимаются. Если говорить конкретно об авиакомпании Якутия, то по сравнению с прошлым годом у нас состояние безопасности даже улучшилось. Да, кризис, да, тяжело планировать, что-то загадывать на завтра или на более долгий период, но все же какие задачи, планы ставит авиакомпания, о чем мечтает, может быть, какие-то новые рейсы, не все же ведь сводится к выживанию и в этом плане. Спасибо большое. Мечтаю каждый раз и каждый день о том, какой будет компания. Компания сильная, компания большая, очень хороший коллектив, очень большой и очень профессиональный. Мы, несмотря вот действительно на эти трудности, которые существуют, несмотря на проблемы, которые возникают иногда, значит, мы все движемся вперед. Мы становимся сильнее, становимся лучше. О чем мы мечтаем? Мы мечтаем о том, что действительно это будет интегрированная компания. Мы будем летать. Ну, для меня, вот, например, тоже вот как исходя из моих прежних должностей, да, и моей работы, конечно, хочется улучшить, наверное, да, вот обслуживание пассажиров в Арктике, на севере, потому что я считаю, что очень много зависит от того, как мы летаем и какие возможности мы предоставляем для этих людей. Конечно, мне хочется больше летать за пределы Российской Федерации, и я считаю, что вот этот рынок Юго-Восточной Азии нами освоен еще не в полном объеме. Мы летаем сегодня летом в Анкоридж, мы летаем летом в Японию. В этом году мы летали внутри Японии. Это очень здорово. Мы летаем, по-прежнему летаем в Сеул, мы летаем в Харбин. К сожалению, мы перестали пока летать в Пекин, но я очень надеюсь, что это пока. Но это связано с тем, что наши жители республики стали меньше летать в Пекин. Может быть, они залетают, и мы тогда тоже будем обеспечивать пассажиров и жителей республики этими рейсами. Нам хочется открывать другие рейсы, нам хочется летать как можно больше. Мы на сегодня рассчитываем, что в 16, 17, 18 годах мы прирастем и самолетами суперджеты. Вы знаете, что мы подписан контракт на дополнительные 3 машины, которые мы получим. Мы рассчитываем увеличить парк наших Боингов. Это 737-700 и 800. Мы готовы к тем... Мы готовы к росту, мы готовы выполнять и отвечать требованиям, высоким требованиям наших пассажиров. И еще раз хочу сказать, что мы работаем для того, чтобы компания была крепкой и сильной.